У нас есть Всероссийский форум татарских предпринимателей татарских сел. У нас есть форум, который нацелен именно на консолидацию татарских бизнесменов, предпринимателей. Это деловые партнеры Татарстана. Отдельный форум, который будет у нас с 19 по 21 июля, это Всероссийский форум татарских религиозных деятелей, который в этом году проходит уже 9-й раз и соберет 1100 делегатов из 72 регионов Российской Федерации. У нас есть форумы, которые нацелены на консолидацию нашей татарской молодежи. Вот в августе месяце, с 1 по 5 августа, будет Всероссийский форум, Всемирный форум татарской молодежи, который соберет 1000 делегатов из регионов Российской Федерации и стран ближнего, дальнего и зарубежья. Есть, значит, Всемирный форум татарских женщин. Также есть форумы, которые нацелены на именно консолидацию наших работников образования, которые, это вот съезд только что недавно прошел, учителей татарской языка и литературы, и с участием наших руководителей татарских общественных организаций. То есть о каждом форуме можно рассказать очень много, потому что за ней стоит определенные идеологии. Это не только организационные культурные мероприятия, а именно те мероприятия, которые в последующем уже у себя в регионах инициируют такого же рода мероприятия. Вот отдельно хочется сказать об организациях, которые работают под крылом Всемирного, под эгидой Всемирного конгресса татар. Вот я их хочу отдельно перечислить. Это Всемирный форум татарской молодежи, который я сказал. У нас есть Всероссийский общественный фонд «Татарская семья», Всероссийская общественная организация Федерации национальной спортивной борьбы «Татар-Шакреш», Всероссийская общественная организация «Татарские села России», Республиканская и Всемирная общественная организация «Окпалфа» татарских женщин, Альянс татар Европы, Всемирная ассоциация содействия татарским предпринимателям, Всетатарское общество краеведов. Что это позволяет? Данные именно структуры позволяют нам не только работать в данном направлении, а систематически и конструктивно строить диалог с этой категорией, а также проводить вот эти социально-культурные проекты. Вот раз чемпионат мира по футболу и раз мы затронули здесь вот вопрос был спорт, я хочу отдельно сказать о Татар-Шакреш. У нас есть федерация отдельная, именно национальной спортивной борьбы Татар-Шакреш. Значит, Сабантуи, который проводит Всемирный конгресс татар, очень много вопросов, почему вы Сабантуи делите на определенные какие-то статусы. Я вам хочу коротко рассказать. Есть у нас федеральный Сабантуй, недавно прошел в Чебоксарах, в столице Чувашской республики, где мы смогли Всемирный конгресс собрать татарских общественных представителей и руководителей татарских общественных организаций из 41 региона Российской Федерации. Есть Всероссийский сельский Сабантуй, который будет проходить 13 и 14 июля в Курганской области, в Альменевском районе. Есть всеевропейский Сабантуй, который проводится в странах зарубежья, именно в Европе. Будет проходить раз в 2 года, он проходит на следующий год в Эстонии, в Таллине. Есть такой Аулар Сабантуй, который соединяет именно селы Приикского, реки Приикского вот этого региона, то есть там и Башкортостан, и Оренбург, и Татарстан. Для чего я это все рассказываю? Мы для того, чтобы проводить те или иные мероприятия под эгидой Всемирного конгресса татар, всегда опираемся на наши татарские общественные организации, на наши ассоциации, на наши именно данные организации, которые работают все на общественных началах. То есть до того создана мощная структура Всемирного конгресса татар, которая смогла объединить, если это официальные цифры, официальная перепись, скажем, это порядка 8 миллионов татар, но из них только 30 проживает в Республике Татарстан, остальные это 70% за пределами Татарстана. Это хочется также отдельно сказать, вот у нас здесь Гульнас Фердинандовна Шейхиева, начальник управления по работе со средствами массовой информации, то, что под эгидой Всемирного конгресса татар и в нашей структуре работает отдельная студия «Дунья». Если вы обратите внимание, вот особенно для тех журналистов, которые работают в Татарстане, очень хорошо ознакомлены активы в Российской Федерации и в
страны зарубежья для них. Есть сайт tatar-congress.org, где всю информацию, которую я вам сейчас вот коротко рассказываю, все и новостная лента, и определенные рубрики, и это и вообще охват всей татарской жизни по всему миру. Это отдельно есть у нас студия Дунья, которая также не только интервью и какие-то рубрики и фильмы, а которые именно актуальные материалы, справочные материалы показывает именно в своем формате. Отдельно есть у нас газета «Халком Мином», которая распространяется во всех регионах Российской Федерации. И хочется отрадно сказать, что здесь журналисты сидят, у нас 37 татароязычных печатных изданий для всего татарского народа, который проживает за пределами Республики Татарстан. У нас есть отдельная программа этнического туризма. Вот воплощением этим и является то, что в каждодневном режиме еженедельно мы принимаем делегации из регионов Российской Федерации, из стран ближнего и дальнего зарубежья. И вот только даже данный чемпионат, мы много говорим о ситуативном туризме, об этом не раз уже говорилось. Вот именно и чемпионат тоже также позволил собрать наших соотечественников, которые проживают за пределами Республики Татарстан. Это те люди, которые, приехав в Казань, не являются только туристами. Это те люди, которые потом несут на себе очень большую ответственность. И наши соотечественники посредством проведения различных этих мероприятий именно структуру, которую понимают проведение данной организации, данного мероприятия здесь, в Казани, как это все должно проводиться. Вот, допустим, только конкурс, который в этом году мы уже подняли, 2 года тому назад был поднят на международный уровень, но в этом году вот в Казани впервые будет проходить в октябре месяце, 5-6 октября, это международный конкурс «Татар-Кызы». Обратите внимание, я не говорю слово «красоты и таланта». Для нас самое главное именно воплощение в себя вот в этих девушек национальных, характер национальной именно ментальности. В чем это проявляется? В первую очередь это знание татарского языка, это сохранение, возрождение нашей татарской культуры. Biz аны түрлі өлкелерде уздырабыз. Быйыл инде ул менә финалы, бу халыкара масштабтагы финал бу менә Казанның Алла бирсә Казань-Арена финасында узачак. Бу безнең октябрь аенда булачак. 5-6-сы Что такое программа этнического туризма, которая работает при Конгрессе татар? Мы это работаем вместе с Госкомитетом по туризму Республики Татарстан. Каждый год, когда мы проводим расширенное заседание Всемирного конгресса в декабре, нам поступают заявки от отделения Всемирного конгресса татар от организаций, которые работают, функционируют в Евразийской Федерации, в странах зарубежья. Мы выстраиваем этот план, то есть периодически, каждый месяц к нам приезжают делегации. И, понятное дело, весь мир знает о том, что вот в эти дни будут в Казани проходить и игры чемпионата мира по футболу. И не только болельщики, которые являются вот татарами по национальности, тех стран, которые играют здесь, а с тем фактором, то, что еще вот в эти дни проводится сам чемпионат мира по футболу именно в Казани, не только в столице Республики Татарстан, а именно в столице для всего татарского мира, они, значит, участвуют как в чемпионате мира, так же и в нашей программе, которую мы каждый год для них выстраиваем. То есть это и посещение Булгара, не только мы Казани ограничиваемся, это у нас Ярский муниципальный район, это музей-заповедник Кабулы-Тукая, это и другие исторические объекты. Понятное дело, все исторические объекты города Казани. Что касается и стран зарубежья, не только Австралии, у нас были и из Бельгии, у нас были, я же говорю, вот в 41 стране зарубежья у нас проживают татары. И представители организации, делегации, они же могут быть и 3 человека, и 5 человек, может быть и большие делегации.
То есть периодически те организации, которые наши татары представляют, те или иные страны, они здесь у нас побывали, мы в эти дни, у нас сейчас это продолжается, периодически вместе с ними и культурную программу делаем, мы вместе с ними и показываем все-таки, что вообще они очень рады тому, что именно вот игры проводятся вот здесь у нас в Казани. То есть параллельно у них есть возможность еще не только на чемпионате по выезде. Вы, если обратите в фан-зоне, мы всегда, вот, когда посещаем Казанский Кремль, и набережную, и другие наши объекты, проезжаем в фан-зоне. Если даже вы, вот, как журналист, обратили на это внимание, то большая часть людей именно, хоть они и являются иностранцами, но они говорят на татарском языке. То есть вот это тоже очень отрадно.